Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Кангазе прошло открытие парка Гагаузленд. Воспитанники Вулканежской школы дзюдо и карате завоевали 5 призовых мест. Национальная программа «Креативная Молдова» на 2024-2027 годы стартовала в Молдове. В следующем учебном году осенние и весенние каникулы могут стать длиннее. Молдова участвует в пилотном тестировании международной программы по оценке образовательных достижений учащихся. В селе Кангаз на месте будущего парка Гагаузия-Ленд началось возведение опорных стен из бетона для ограждений, прокладка дренажных каналов и расчистка территорий для укладки тротуарной плитки. На площадке работают десятки единиц спецтехники и сотни строителей. Открытие Гагаузленда состоится, как мы и обещали, 1 июня в Международный день защиты детей. Наша команда уже приступила к разработке программы большого семейного праздника с яркой развлекательной программой для детей и взрослых. Это станет важным событием не только для нашей автономии, но и всего юга Молдовы, сообщила башкан Гагаузии Евгения Гуцул. До даты открытия осталось 1,5 месяца. Напомним, что стройку в первый раз открывали еще 24 октября 2023 года. На прошедшем чемпионате Молдовы по дзюдо среди кадетов 11-14 лет воспитанники Вулканежской школы дзюдо и карате завоевали 5 призовых мест. Тренер Казаны Николай. Призеры получили 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Программа «Креативная Молдова» охватывает 7 подотраслей творческой индустрии и специалистов, работающих в этих областях, а именно визуальное искусство, изобразительное искусство, фотография, дизайн, мода, исполнительское искусство, театр, танец, музыка, издательство, книги и пресса, аудиовизуальная сфера, радио, телевидение, кинематограф, видео, реклама, новое медиаискусство и игры, и архитектура. По статистическим данным, сектор творческой индустрии в Республике Молдова сегодня представляет в среднем более 2200 предприятий, на которых работает около 900 тысяч сотрудников, а также 2500 фрилансеров. Осенние и весенние школьные каникулы могут стать длиннее. Министерство образования предлагает увеличить их до 7 дней, обосновывая это тем, что так родители смогут заранее планировать отпуск и больше времени проводить со своими детьми. Данная инициатива предполагает, что в следующем учебном году 2024-2025 осенние каникулы будут длиться с 28 октября по 3 ноября, а весенние с 3 по 9 марта. Сейчас этот документ должен пройти общественное обсуждение. Помимо продления каникул для школьников, Минобразование также предлагает учителям иметь возможность брать выходные за нерабочие дни. Около 3300 учеников из 72 учебных заведений из 17 районов и муниципалитетов Молдовы участвуют в пилотном тестировании международной программы по оценке образовательных достижений учащихся, проводимом Министерством образования и Национальным агентством по куррикулуму и оценке с 15 апреля по 17 мая. В Республике Молдова будет проводить компьютерное тестирование. Международное тестирование – это международное сравнительное исследование, проводимое каждые 3 года с целью проверки основных навыков 15-летних учащихся в 3 областях обучения – математика, чтение и естествознание. Кроме того, в рамках цикла навыки учащихся будут оцениваться в инновационной области под названием «Обучение в цифровом мире». Сорокскую крепость, неоднократно закрывавшуюся на реставрацию, снова открывают для посетителей. Как сообщает обсерватория ЛМД, 17 апреля состоится торжественное открытие крепости после 2-го этапа ремонта, который начался в 2021 году.
Второй этап реставрации крепости в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом, начался в апреле 2021 года. С тех пор крепость периодически закрывали для проведения работ. Второй этап предусматривал реконструкцию деревянной галереи вокруг главной башни, закупку витрин для экспонатов, флагов, образцов старинного оружия и предметов интерьера. В музее планируется также выставить и предметы, полученные при археологических раскопках в окрестностях крепости. Около 5000 человек из более чем 12 тысяч человек, записавшихся на национальную программу изучения румынского языка, приступили к занятиям, сообщило Министерство образования и исследований. Остальные желающие приступят к обучению в июле и в сентябре. По окончанию программы участники получат сертификат, свидетельствующий об уровне владения румынским языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения иностранными языками. Национальная программа по изучению румынского языка предназначена для взрослых, которые хотят улучшить свои знания или изучить румынский язык с нуля. Министерство образования и исследований выделило 10 миллионов леев на программу в этом году. Приближается один из самых ярких колоритных праздников гагаузского народа – Хейдерлес. Башкан Гагаузии отметила в телеграм-канале: «Спешу пригласить жителей нашей автономии, гостей из разных уголков Молдовы и из-за рубежа на фестиваль Хейдерлес 2024, который пройдет 11 мая на конеферме Атпролин в Чадерлунге». По причине празднования 5 мая Светлой Пасхи властями Гагаузии было принято решение перенести дату на 11 мая. В программе традиционные конные скачки, национальные игры и мастер-классы «Волшебство кулинарных шедевров. Хейдерлес 2024». Далее смотрите рубрику «Региональные новости». Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ.